Жайғасып, ұялы телефондарыңызды өшіріп қоюларыңызды сұраймыз. Жайғасып болсақ, онда жиынымызды бастаймыз. Қайырлы күн, қымбатты қатысушылар. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары, қаржы министрі Әлихан Асханұлы Смайыловтың халықпен және бұқаралық ақпарат құралдарымен кездесуіне қош келдіңіздер. Біріншіден, бүгінгі күн тәртібімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алдымен министрліктің қызметі жөнінде қаржы министрінің баяндамасы тыңдалады, одан кейін сұрақ-жауап кезеңіне өтетін боламыз. Сонымен бірге жұртшылықты алаңдатып жүрген кейбір сауалдар министрліктің арнайы орталығына және электронды поштасына келіп түскен болатын. Ол сауалдар бүгінгі жиын барысында қойылатын болады. Сондай-ақ осы ғимараттың фойесінде сіздер үшін арнайы жәшік орнатылған, оған сіздер министрге қойып үлгермеген сұрақтарыңызды қалдыруларыңызға болады. Все ответы на вопросы, поступившие в адрес министра через колл-центр на единый электронный адрес, будут размещены на сайте Министерства финансов. Ни один вопрос не останется без ответа. В зале сегодня установлены 2 микрофона. В онлайн-режиме подключены все регионы страны. Они также могут задать свои вопросы. Прямая трансляция проводится через сайт Министерства финансов, а также на информационном портале BNews. Если возражений нет по данному порядку, то разрешите пригласить Алихана Асхановича с докладом. Алихан Асханұлы. Сәлеметсіздер ме? Құрметті кездесуге қатысушылар, қадірменді қауым, бүгін қаржы министрлігінің жүргізген жұмыстарының нәтижелері мен жоспарлары туралы халық алдында есеп береміз. Бұл кездесуге видеоконференция байланысы арқылы Қазақстанның барлық аумақтары қосылды. Теледидарға тікелей эфир ұйымдастырылып отыр. Баяндамамның алдында арыста болған жағдайға назар аударғым келеді. Еліміз үшін бұл үлкен қайғылы жағдай. Өздеріңіз білетіндей, мемлекет басшысы жарылыс болған күндері жұмыс тобымен Арыс қаласында болды. Адамдарды жедел көшіру, оларды орналастыру және тамақтандыру жұмыстары ұйымдастырылды. С целью принятия первоочередных мер по жизнеобеспечению граждан города Арыс главой государства даны распоряжения о выпуске материальных ценностей из государственного материального резерва. Вся необходимая работа уже организована. Для восстановления жилья, инженерных сетей, социальной и другой инфраструктуры будут выделены средства из резерва правительства Республики Казахстан. В ближайшее время будет оценен объем ущерба, подготовлены необходимые расчеты. Все восстановительные работы будем проводить в ускоренном режиме под контролем правительства. Хочу поблагодарить неравнодушных граждан нашей страны, которые оперативно откликнулись и поддержали жителей города своим участием и помощью. В поддержку акции «Арыс біз біргеміз», инициированной партией Нур Отан, работники Министерства финансов и его комитетов перечислили однодневную заработную плату. Эти средства будут направлены на оказание гуманитарной помощи жителей города Арыс. Құрметті жиналысқа қатысушылар, жалпы біздің мақсатымыз еліміздің тұрақты дамуын және азаматтардың әл-ауқатын арттыру. Министрлік жұмысының негізгі бағыттары айқындалған. Олар бюджетке түсімдерді толығымен жинақтау, қаражаттың тиімді игерілуін бақылау, барлық әлеуметтік міндеттерді орындау және экономиканың өсуіне үлес қосу. Ежегодно проходят подобные встречи в формате открытого диалога, где обсуждается большой круг вопросов, волнующих население. Каждый гражданин может внести свои предложения по улучшению экономического развития страны. Взаимодействие государства с гражданским обществом дает свои положительные результаты. В мае текущего года Минфин доложился о своей деятельности перед Общественным советом. Сегодня мы представляем отчет за прошлый год и 5 месяцев текущего года. Деятельность министерства полностью соответствует приоритетам, которые были обозначены в посланиях президента, в плане нации 100 конкретных шагов и стратегических документов страны. Их выполнение направлено на решение широкого круга социально-экономических задач. Прошу слайды.
Основными стратегическими направлениями работы министерства являются содействие устойчивости финансовой системы, совершенствование налогового и таможенного администрирования, совершенствование процессов планирования и исполнения бюджета и эффективная реализация процесса приватизации и другие направления. По итогам прошлого года рост экономики страны составил 4,1%, уровень инфляции 5,3%, и по всем уровням бюджета планы по доходам перевыполнены. Государственный бюджет на 2,5%, здесь вот вы видите, республиканский на 2,3% и местный бюджет на 3%. Доходы государственного бюджета составили 8,2 триллиона тенге, что на 194 миллиарда тенге больше, чем было запланировано. При этом в республиканский бюджет поступило 5,8 триллиона тенге, что на 130 миллиардов тенге больше, чем было собрано в предыдущий 17-й, больше, чем план, и на 836 миллиардов тенге больше, чем было собрано в предыдущем году. За 5 месяцев текущего года сохраняется рост доходов в государственный бюджет, он составил 5,4%, в республиканский бюджет рост 2,7% и местный 13,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы государственного бюджета выросли на 510 миллиардов тенге, в том числе республиканского бюджета на 450 миллиардов и местного бюджета на 60 миллиардов. На конец 2018 года объем средств Национального фонда достиг 26,1 триллиона тенге или 61,6 миллиарда долларов США. За прошедший год в Нацфонд поступило 5,8 триллионов тенге, из которых 3,2 триллиона тенге за счет поступления прямых налогов от организаций нефтяного сектора, 2,5 триллиона тенге за счет инвестиционного дохода, 21,6 миллиардов тенге за счет других поступлений. В 2018 году из средств Нацфонда всего использовано 2,6 триллиона тенге, из них в виде гарантированного трансферта на финансирование расходов бюджетных программ в размере 2,6 триллионов тенге, на покрытие расходов, связанных с управлением фондом, 18 миллиардов тенге. Средства Нацфонда в виде целевого трансферта в республиканский бюджет в прошлом году не направлялись. За 2018 год расходы республиканского бюджета и местного бюджетов исполнены на 99,8% и 99,7% соответственно. Это достигнуто за счет эффективного бюджетного планирования и его исполнения. При этом 54% государственного бюджета было направлено на социальные расходы. Благоприятные условия для бизнеса повлекли увеличение количества действующих налогоплательщиков. Юридические лица количество увеличилось на 42 тысячи до 409 тысяч по стране. Индивидуальных предпринимателей на 43 тысячи или до 1 миллиона 183 тысяч. При этом налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса составили 3 триллиона 384 миллиарда тенге с ростом по сравнению с предыдущим годом на 25%. На 16% выросли налоговые поступления и от несырьевого сектора, достигнув 5 триллионов 820 миллиардов тенге. Особо хотел бы отметить, что наблюдается рост на 12 тысяч количества налоговых агентов, которые выплачивают заработную плату своим работникам и перечисляют индивидуальный подоходный налог. Салық түсімдерінің жалпы ішкі өнімдегі үлесі былтыр 18,6% болды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 1,8% пунктке жоғары, былтыр 16,8% болған. Ал біздің мақсатымыз 25 жылға дейін оны 25%-ке дейін жеткізу жалпы ішкі өнімге. Бұл көрсеткішке ең алдымен біз әрине көлеңкелі экономиканы қысқарту есебінен қол жеткіземіз. Одной из основных задач по снижению теневой экономики и увеличению налоговых поступлений является создание национальной системы прослеживаемости товаров. Основой документальной прослеживаемости является информационная система электронные счета фактуры СФЭ. На сегодняшний день в информационной системе СФЭ зарегистрировано более 330 тысяч пользователей, в том числе все плательщики НДС, которыми уже выписано порядка 240 миллионов электронных счетов фактур. С 1 апреля 2018 года в эксплуатацию внедрен модуль информационной системы СФЭ «Виртуальный склад», который позволяет в автоматическом режиме отслеживать процесс движения товара. В части физической прослеживаемости ведутся работы по маркировке товаров. Пилотный проект по меховым изделиям привел к росту налогов в 1,4 раза. Сейчас проводится пилот по табачным изделиям. Надо сказать, что работа по маркировке товаров проводится совместно с другими странами, членами Евразес. И
Российская Федерация также очень активно эту работу проводит, и поэтому, если мы хотим быть в одном рынке и своими товарами входить на российский рынок, мы должны синхронизировать нашу работу по маркировке с Российской Федерацией и другими странами-членами Евразес. Сегодня уже мы видим положительный эффект от цифровизации в виде сокращения налоговых проверок на 9% и увеличения поступлений в доходную часть бюджета почти на 20%. Кроме того, с 1 января текущего года начата работа по налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса. Порядка 90 тысяч налогоплательщиков подлежат амнистии. В случае уплаты основного долга в размере 210 миллиардов тенге у них будут списаны пени на сумму 123 миллиарда тенге и штрафы на сумму 7,3 миллиарда тенге. Налоговой амнистией на сегодняшний день уже воспользовались 43% субъектов МСБ, подлежащих амнистии. В рамках совершенствования системы управления рисками внедрено категорирование налогоплательщиков по уровням риска – высокое, среднее, низкое. Для налогоплательщиков с низкой степенью риска, это порядка 520 тысяч, будет предоставлена возможность продления сроков предоставления отчетности и освобождения от принудительных мер взыскания. Налогоплательщик со средней степенью риска, более 1 миллиона, применяются стандартные меры администрирования. Налогоплательщик с высокой степенью риска, это 140 тысяч, не вправе пользоваться возможностями по продлению сроков или приостановлению предоставления отчетности, электронной постановки на учет по НДС, а также не смогут прекратить деятельность в упрощенном порядке. Негізгі заңнамалық мәселелердің бірі реабилитация және банкроттық туралы заңға өзгерістер енгізу. Осыған қатысты тиісті заң жобасы әзірленіп парламент мәжілісіне енгізілді. Сондай-ақ жеке тұлғаларға салық амнистиясын жүргізу қатысты заңы парламентпен қабылданды. Бұл үшін парламент депутаттарына алғыс айтамыз. В рамках повышения прозрачности администрирования НДС прорабатывается механизм с использованием контрольного счета НДС посредством технологии блокчейн. Внедрение системы осуществляется в пилотном режиме на добровольной основе с начала текущего года. Уже открыто 43 контрольных счетов НДС. По 3 пилотным налогоплательщикам проведен возврат НДС из бюджета на общую сумму 48 миллионов тенге в течение 15 дней вместо 55 дней. В результате проекта сократится необоснованный возврат НДС и время возврата НДС до 1 дня. Одной из ключевых мер по борьбе с теневой экономикой является применение контрольно-кассовых машин ККМ с передачей данных по транзакциям в онлайн-режиме. С начала 2020 года все предприниматели должны будут пользоваться онлайн-ККМ. У нас изначально в законодательстве было, что это обязательство с 2024 года, но после консультации с общественностью, с Атамекеном, было решено передвинуть срок на начало 2020 года. На сегодняшний день подключено более 300 тысяч онлайн-ККМ. Министерство планирует внести изменения в законодательство в части усиления общественного контроля по налоговым правонарушениям, наделение нотариусов функции по контролю уплаты налогов при оформлении сделок с недвижимостью, а также ужесточение ответственности за правонарушение налогового законодательства. Будет завершен пилот по маркировке табачной продукции, проведен пилот по маркировке обуви и лекарственных средств. Маркировке подлежат те товары, у которых вероятнее всего риски теневого оборота и причинения вреда здоровью населения. Также важной задачей является внедрение электронного кошелька налогоплательщика для упрощения механизма оплаты налогов. 2018 жылы кедендік баждар мен салықтар түсімі 2017 жылмен салыстырғанда 17%-ке өсіп, 2 триллионнан асты. Ал ағымдағы жылдың 5 айында ол өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 21%-ке өсті. Высокий рост таможенных пошлин и налогов обусловлен работой по улучшению таможенного администрирования, оптимизации таможенных процедур с внедрением информационной системы Астана-1. На сегодняшний день декларации на товары по всем процедурам оформляются в электронном виде, при этом порядка 70% деклараций было выпущено автоматически по зеленому коридору. На сегодняшний день имеющаяся инфраструктура на казахстанском участке внешней границы Евразес не позволяет осуществлять равномерный ускоренный пропуск возрастающего потока. Планируется провести работу по реконструкции техническому дооснащению 10 пунктов пропуска по всему периметру внешней границы Евразес. Это является важным для развития транзитного потенциала страны, увеличения товарооборота, увеличения поступлений в бюджет и минимизации коррупционных рисков. Объем импорта из третьих стран составил 19,3 миллиарда долларов США с ростом на 2,3 миллиарда долларов. При этом поступление НДС на импорт из третьих стран в 2018 году выросло по сравнению с 2017 годом на 12,4% и составило 579 миллиардов тенге.
Около 30% товаров, импортируемых из третьих стран, это товары китайского происхождения. При этом расхождения по зеркальной статистике с Китаем в 2018 году составили 5,9 миллиардов долларов. В 2017 году это было 6,9 миллиардов долларов. Данная проблема, как все вы знаете, имеет место на протяжении многих лет. В этой связи между Комитетом госдоходов, Министерством финансов Республики Казахстан и Главным таможенным управлением Китая подписаны соответствующие протокола, которые стали основой для нашей работы. Мы уже начали по ним работать, по снижению расхождений и увеличению поступления в бюджет за счет адекватных таможенных стоимостей. Бүгінгі таңда министрлік тарапынан мемлекеттік қызметінің 51 түрі көрсетіледі. Оның 38 немесе 75% электрондық үкімет және министрліктің ақпараттық жүйелері арқылы электрондық түрде жүзеге асырылады. Былтыр министрлік көрсеткен 22,2 миллион қызметінің 94% электрондық түрде болған. По совершенствованию процессов планирования и исполнения бюджета внедряется информационная система государственного планирования ИСГП, которая позволяет исключить бумажный документооборот, сократить сроки формирования бюджета, повысить прозрачность планирования. Государственные органы уже подключены к этой системе. Республиканский бюджет на предстоящие 3 года уже формируется в ней. В госзакупках мы полностью перешли на электронный формат. Это позволило сэкономить бизнесу в 2018 году до 15 миллиардов тенге на расходах, связанных с распечаткой договоров, актов, почтовыми услугами, командировочными затратами. Как вы знаете, в прошлом году, в конце года, были приняты изменения в законодательстве о госзакупках. Опять же, спасибо нашим парламентариям, депутатам, благодаря чему были внесены изменения, улучшающие прозрачность, эффективность госзакупок. И вот, в частности, если сравнить закупки с одного источника в прошлом году, которые составляли 54%, то в этом году их всего лишь 6 с небольшим процента. То есть достигнута большая конкуренция, то есть с одного источника объем закупок резко сократился. Министерством также реализуется функционал электронного государственного аудита, который позволит исключить физический контакт аудиторов с представителями государственных учреждений, тем самым это снизит коррупционные риски. Таким образом, Министерство стремится к полной цифровизации своих бизнес-процессов от планирования до исполнения бюджета, и это является основой повышения эффективности работы нашего министерства, но также основой для снижения коррупциогенности по нашей системе. Одним из главных показателей подотчетности и открытости правительства является реализация концепции «Открытый бюджет». Здесь специально один раз в 2 года проводится международная оценка по 3 направлениям: прозрачность, открытость бюджета, участие общественности и бюджетный надзор. Казахстан по итогам 2017 года набрал 53 балла из 100 возможных. Это при том, что средний мировой показатель 42 балла. И на 2019 год нами таргетируется достижение 55 баллов. Целью внедрения открытого бюджета является предоставление возможности гражданам ознакомиться с бюджетным процессом, принять участие в обсуждении расходов бюджетных средств. Данный вопрос поднимается общественностью. Сейчас у нас в законодательстве реализованы нормы, в соответствии с которым все решения должны быть размещены на интернет-портале в течение 10 дней. Затем еще в течение 10 дней они должны пройти обсуждение с общественными советами, после чего только идут дальше на принятие этих решений. На мой блог часто поднимаются вопросы, поступают вопросы, касающиеся формирования и эффективности расходования бюджета. Для активного вовлечения населения в данный процесс мы планируем детализировать публикуемую информацию не в разрезе бюджетных программ и специфик, которые мало понятны для населения, а по наименованиям мероприятий: строительство дороги, школы или других объектов, ремонт зданий и тому подобное. В рамках комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы приватизации подлежат почти 900 объектов республиканской коммунальной собственности, нацкомпаний и социальных предпринимательских корпораций. На сегодня этот план выполнен уже на 90%. Доход бюджета и в национальный фонд от управления госимуществом приватизации поступило 43 миллиарда тенге. Уважаемые участники встречи, перед министерством стоят большие задачи, как стратегического, так и текущего характера.
Они отражены в предвыборной программе президента Республики Казахстан «Благополучие для всех, преемственность, справедливость и прогресс». Их эффективная реализация будет способствовать устойчивому экономическому росту, повышению благополучия граждан и укреплению финансовой системы. При этом надо отметить важную роль обратной связи с населением, поэтому учет мнений граждан важен для нас, для улучшения нашей работы. Құрметті кездесуге қатысушылар, бүгінгі қаржы министрлігінің жұмысына байланысты кездесуге келіп, назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет, Әлихан Асханұлы. Қымбатты қатысушылар, сіздер өткен жылғы және ағымдағы жылдың 5 айындағы қаржы министрлігінің жұмысының қорытындысын тыңдадыңыздар. Енді сұрақ-жауап кезеңіне көшейік. Мінекей бірінші микрофонда. Уважаемый Алихан Асханович, на сегодняшняя строительная компания обеспокоена тем, что все объекты строительства за счет бюджетных средств подлежат казначейскому сопровождению при строительстве. Хотелось бы узнать, на самом деле это так? Подробнее расскажите, пожалуйста, о казначейском сопровождении и цель данного проекта. Спасибо за вопрос. Да, действительно, по крупным строительным работам нами внедрено казначейское сопровождение. Это те стройки, которые более 2 миллиардов тенге. Но основная цель казначейского сопровождения – это недопущение теневых схем, недопущение лжепредприятий, фирм-однодневок, обналичивание средств и полнота уплаты налогов. После того, как госзакупки проводятся, в казначействе открываются специальные счета для генеральных подрядчиков, субподрядчиков, и вывод денег осуществляется после того, как будут специальные инжиниринговые компании по управлению проектом, даны соответствующие сертификаты, которые подтверждают обоснованность этих расходов. Поэтому это направлено на прозрачность расходов в рамках госзакупок. И мы считаем, что это очень правильная мера. Спасибо. Әлихан Асханұлы, бізде өңірлер байланыста, көріп тұрғанымыздай Алматы бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Алматы, егер бізді естіп тұрсаңыз, сауалыңызды қоя беріңіздер. Здравствуйте, я Санбаева Маншук. Хотела бы задать вопрос. В настоящее время в стране проводится налоговая амнистия для субъектов малого бизнеса. Будет ли налоговая амнистия для физических лиц? Спасибо за вопрос. Ну, что касается налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса, она у нас идет до конца текущего года. Как я сказал, уже 43%. Это порядка 38 тысяч налогоплательщиков воспользовались этой мерой. Что касается налоговой амнистии для физических лиц, то да, главой государства такое поручение нам было дано. Мы внесли соответствующие нормы в парламент. Парламент вот буквально на прошлой неделе их принял, за что спасибо парламенту. Сейчас данный законопроект находится на подписи главы государства. Как только этот закон вступит в силу, после подписания мы приступим к этой амнистии. В целом у нас порядка 1,4 миллиона человек имеют налоговую задолженность по состоянию на 1 января 2019 года порядка 14 миллиардов тенге и имеют порядка 7 миллиардов тенге пений. И вот по аналогии с налоговой амнистией для МСБ мы при уплате основного долга мы будем списывать все вот эти 7 миллиардов тенге пений для физических лиц, наших налогоплательщиков. Но это в основном налог на транспорт, на имущество, на землю. Спасибо. Благодарим жителей города Алматы за вопрос. У нас на связи Акмолинская область. Ахмола. Здравствуйте. Поселок Красный Яр, Акмолинская область. Федотов Евгений Викторович. Уважаемый Алихан Асханович, у меня вопрос по поводу, могу ли я как представитель своего сельского округа участвовать в формировании бюджета. Я слышал, что у акимов сельских округов есть свои собственные бюджеты. И где я могу посмотреть состояние, увидеть состояние бюджета в суммарном выражении и куда направляются денежные средства. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну,
Если речь идет о бюджетах поселков, сельских округов, аулов, то это бюджеты 4-го уровня. У нас с прошлого года, с начала прошлого года в стране введен бюджет 4-го уровня. 1055 бюджетов у нас на уровне поселков и сел. Это по тем населенным пунктам, где численность населения превышает 2000 человек. С 1 января 2020 года все остальные населенные пункты также будут иметь свои бюджеты 4-го уровня. То есть эту работу мы планируем в течение 2020-2022 годов завершить. Ну, это в соответствии вот, с теми планами, которые у нас утвержденные есть. Вот и как я говорил, по нашему законодательству бюджеты, прежде чем приниматься, должны обсуждаться с общественностью. Ну вот в частности по бюджетам 4-го уровня, то сельские аким, они в течение лета, то есть мая, июнь, июль, август, они разрабатывают этот бюджет. Затем в сентябре-октябре они должны обсудить на собраниях со своими жителями соответствующих поселков, аулов. И далее уже согласованные с населением проекты бюджетов должны вноситься на районный уровень, где они утверждаются после принятия районного бюджета. Районный бюджет, в свою очередь, принимается после принятия областного бюджета, а областной бюджет принимается после принятия республиканского бюджета. А республиканский бюджет принимается, как вы знаете, до 1 декабря каждого года. И вот где вы информацию можете взять, это должно публиковаться на сайте акима района, а также, наверное, они должны также публиковаться в соответствующих газетах, местных газетах. Далее выслушаем вопросы из зала. Пожалуйста, первый микрофон. Добрый день. Поближе к микрофону, пожалуйста. Кустанайская область, Набиркин Владимир. Бывший сотрудник службы экономических расследований, уволенный по достижению предельного возраста без начисления пенсионных выплат. У нас в зале находится небольшая делегация с 8 регионов. Если кто может, встаньте. По нашему вопросу. Это малая толика тех, кто могли приехать. У нас два коротких вопроса. Наслышаны ли вы о нашей проблеме? Создана ли комиссия по нашим вопросам? И на каком этапе находится решение по нашим социальной проблеме и нарушение наших конституционных прав? Спасибо. Спасибо за Извините, я надеюсь, вы запомнили вопрос. Я вопрос не формировал. Я являюсь сыном уволенного сотрудника беспенсионного обеспечения Байсылбаева Мурата Калиловича, Восточно-Казанская область, сэр. Хотелось бы объяснить. Мой отец с 90-х годов работал в таможенных органах. Носил погоны, соответственно, заводил дела, как бы проводил все мероприятия, которые как бы в полномочиях правоохранительной системы соответствующей структуры. Ровно год назад он один из первых был уволен из службы экономических расследований. Ему 58 лет. На текущий момент он безработный. То есть он один из первых и на текущий момент, по-моему, единственный сотрудник, который уволили по выслуге лет. Казалось бы, наоборот, самого старенького должны были поощрить и как бы обеспечить пенсию, но наоборот, каково его состояние, и мое вы, наверное, чувствуете, негодование, несправедливость. Если он ждал эту пенсию, но так и не дождался ввиду несоответствий каких-то нормативных правовых актов друг другу. При том, что мы обращались, то есть отец и представители СЭР обращались уволенные и ныне еще работающие, но уже вот-вот скоро получат уведомление. Они обращались неоднократно в суды проигрывали, соответственно, некоторые суды были выиграны на городе и области, они поднимались на Верховный суд, и Верховным судом все 5 или 6 человек были отказаны, то есть один Верховный суд считает неправомочным или незаконным решение нескольких судов, нескольких регионов, разных инстанций. При том, что во всех отписках Министерства финансов, хочу заметить, конечно, не в вашем лице, предыдущих министров, было указано, что создана национальная комиссия от 2016 года, а 2014 года создана какая-то еще рабочая группа, но при этом это все не приносит никаких результатов.
Также в этих отписках, которые не приносят результатов, указано, что вы можете, опять же, обратиться в рамках своих конституционных прав в суд, ну, как оказалось, это безрезультатно, либо же участвовать в конкурсе по новой. Какие шансы у 58-летнего, я извиняюсь, старика, наряду с молодыми и энергичными сотрудниками пройти этот конкурс, где там, не знаю, 10-20 человек на одно вакантное место? Соответственно, эта отписка не работает. Что хотелось бы сказать? Отец сегодня приехать не смог, но, честно говоря, после увольнения год назад он 2 месяца сидел на таблетках, которые там, как сказать, на сонных таблетках, еле отучили его от этой пристрастии, так сказать, при том, что он, опять же повторюсь, с 90-х годов работал, ждал эту пенсию и не дождался, был уволен без пенсионного обеспечения. Я работаю в коммерческой сфере, соответственно, я знаю, что я буду работать до 63 лет, я знаю, что меня ждет в будущем, но оказалось, что мы не все знаем. Поэтому хотелось бы не каких-либо отписок, хотелось бы точный ответ, будут ли приняты какие-то меры, как они будут предприняты, в какие сроки и так далее. Потому что ребятам уже терять нечего. Отец мой зарегистрирован на бирже труда и уже год не может его трудоустроить даже государство. Соответственно, терять им нечего. На сегодняшний день они все хотят решить полюбовно, на митинги не ходят и так далее. Хотя терять им, казалось бы, нечего. Рахмет, Спасибо. сіздің сауалыңыз түсінікті. Жауап беруге мұрша берейік. Я знаю, что этот вопрос поднимается, и в этом зале, скорее всего, присутствует также не менее 10 человек, которые пришли именно с этим вопросом. По этому поводу я хочу пояснить следующее. У нас ни по ранее действующему законодательству, ни по текущему законодательству никогда не было предусмотрено, что работники таможни могут выходить на пенсию за выслугу лет. Пенсионное обеспечение таможенников всегда осуществлялось на общих основаниях. То есть по достижению ими для мужчин 63 лет, а женщин 58 лет. Проблема возникла тогда, когда в 2014 году были проведены реорганизации, в рамках которого из бывшей финансовой полиции Министерства финансов была передана служба экономических расследований, которая влилась в Комитет госдоходов, и часть работников таможенной сферы перешла в работу в СЭР, правоохранительный блок. И как только они стали работать в правоохранительном блоке, в СЭР, а служба экономических расследований, как раз таки работники, они должны выходить на пенсию по достижению предельного возраста и получать пенсию за выслугу лет. И вот эти таможенники, которые перешли на работу в СЭР, стали увольняться по достижению предельного возраста. Понятно, что по тем сотрудникам, которые хорошо квалифицированные, грамотные, профессиональные, мы старались оставить в системе, предлагали какую-то работу, часть из них перешла на другую работу внутри Министерства финансов. Часть отказалась и уволилась. Часть, понятно, уволилась на общих основаниях. И сейчас речь идет о 59 работниках СЭР, которые были уволены по достижению предельного возраста, которые ранее работали в таможенной сфере. Понятно, у них не хватает стажа и, соответственно, нету пенсионного обеспечения, а пенсии они получат только по достижению уже 63 лет, то есть на общих основаниях. А до этого им необходимо трудиться, как и всем остальным гражданам населения. Но учитывая, что этот вопрос поднимается, он волнует часть нашего населения, сейчас мы, думаю, получим поручение от Совета Безопасности, и будет создана специальная межведомственная комиссия, куда должны войти Министерство труда и социальной защиты, правоохранительного блока, Министерство финансов. И мы должны еще раз для себя решить, как быть вот именно с такими нашими согражданами. В целом хочу сказать, что если этот вопрос будет
решаться значит, в части того, чтобы засчитать эти годы работы в таможенной службе за выслугу лет, тогда у нас появится большая доля таможенников, которые сейчас работают в других правоохранительных органах или которые были ранее уволены. Это несколько тысяч человек, и, возможно, будут расходы бюджета там, до 10 миллиардов тенге. Поэтому мы должны вот взвесить все вот эти вещи и принять какое-то оптимальное решение. Еще раз хочу повториться, вы вот проигрывали судебное решение именно потому, что в законодательстве никогда не было предусмотрено, что таможенники значит, обеспечиваются пенсионным обеспечением как-то иначе, чем общеустановленный порядок. Поэтому этот вопрос сейчас возникает, и я думаю, мы будем его еще раз рассматривать и стараться принять решение с учетом вот поднимаемых вами вопросов. Моя фамилия Бивзовой, я точно так же уволен в звании подполковника, прослужил 23 года, 11 месяцев и 16 дней. Я хотел бы немножко внести коррективу, так, пользуясь тем, что у нас есть такая возможность. Вы сейчас начали нам говорить о том, что таможенники никогда не имели это. Но если мы внимательно поднимем нормативную базу, 96 год, указ президента, имеющий силу закона, только надо поднять не базы, которые в отделете, а именно сам указ. Там конкретно сказано, что сотрудники таможни имеют право пенсионного обеспечения. Потом там идет ссылка на постановление правительства 11.19, в котором точно так же сказано, что там конкретно таможенники имеют право, как правоохранительные органы, иметь пенсионное обеспечение. Но у меня дальше маленький такой вопрос. Извините, этот вопрос стоит не вчера и не сегодня, а он уже стоит на протяжении 3 лет практически, когда мы поднимаем этот вопрос. Он даже стоял не тогда, когда мы ушли в службу экономических расследований, перешли. Но парадокс, мы перешли в службу экономических расследований, нам сохранили звание, нас не увольняли и ничего не делали. Откуда у нас такое звание? Это первый вопрос. Второе. В 2012 году при разаттестации было такое постановление правительства 643 ДСП, в котором конкретно сказано, но оно по ДСП идет, но в принципе оно уже сейчас в судебном кабинете в принципе описывается. Там конкретно есть должности, согласно которых, вернее, те должности, на которых остались аттестованные сотрудники таможни, которые впоследствии вели уголовные дела, по итогам которых, по всей вероятности, осуждали людей. Получается, значит, раз с 2012 года мы не правоохранители, значит, эти уголовные дела фиктивные, это первое. Второе, в 2012 году мы прошли аттестацию внеочередную правоохранительных органов. Это указ президента 292, в котором конкретно сказано, что сотрудники таможни, вот та категория, которая по 634 постановлению, они проходят. Вот лично я сдал аттестацию. Теперь, да, доходит до суда. Я, в принципе, в течение года пытаюсь добиться правды. Задаю судье вопрос, я говорю, а указ президента имеет для вас значение? Они голову опускают, говорят, да, вы правоохранители, но мы вам этот период засчитывать не будем. Это же вообще парадокс. И в этом 643-м постановлении, 634-м постановлении, там конкретно было указание Министерства финансов привести в соответствие нормативную базу. То, что не было сделано в 2012 году, из-за чего сегодня вот эта категория, которая прошла аттестацию, мы не говорим о всех таможенниках, а мы говорим только о той категории, которая прошла внеочередную аттестацию согласно указа президента. Получается, что мне поставили 4 года, а с 2012 года, хорошо, таможню вы не хотите признать, а указ президента, это что, фиктивный документ, который никто не должен брать во внимание? Я извиняюсь, вот у меня такой вопрос, как нам правильно посчитать стаж? Я вас слышу и... Кроме этого, у нас забрали 50% пенсионного отчисления. Сегодня мы говорим, кто нам вернет? А это никого не интересует. Это ложится на человека. Вы знаете, какая сегодня социальная
обстановка в государстве. там Но вот дело вот, в том, что да. вот благодаря вот этим вопросам, да, не знаешь, что делать. Вот сегодня наша группа, она даже не знает, к кому примкнуть. То ли, вот как уже вопрос поднимался, говорят, выйти на митинг, но это По нам не поводу- надо. Нужна стабильность в государстве. И поэтому, пользуясь случаем, вот мы сегодня хотели вас попросить, чтобы вы все-таки взяли этот вопрос на контроль. И то, как вам довели этот вопрос, он, в принципе, я считаю, что неверно, потому что вы немножко не так излагаете. С 2012 года мы прошли аттестацию и были в составе правоохранительных органов. Спасибо. Я слышу ваши аргументы, мы их слышали, да. Ну, что касается вот 50%, то, что у вас забрали пенсионных отчислений, это немного неправда. 10% действительно вы платили со своих доходов, и они у вас остались. А другие 10% государство за вас платило, и, естественно, оно имело полное право их забрать, если далее вы не идете по линии получения пенсии за выслугу лет. Но я слышу вас, и мы эти аргументы все тоже слышали, и в суде слышали. Здесь единственное, нужно некое политическое решение, которое мы должны принять в рамках правительства. И я вам еще раз хочу пообещать, что вот в рамках межведомственной рабочей группы, которая сейчас будет образована, мы эти вопросы поднимем и будем решать так же, как вот мы сейчас решаем и по другим социальным группам, по многодетным матерям, по тем семьям, малообеспеченным семьям, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, по детям-сиротам и так далее, и так далее. То есть у нас очень большой пласт социально уязвимых слоев населения, по которым нам также надо сейчас решение принимать. И, естественно, и ваш вопрос мы также будем сейчас, учетом того, что вы их ставите, еще раз будем смотреть и, наверное, мы вам доложим в течение, ну, я думаю, может быть, месяца-двух. Бізде екінші... А вы оставьте свои контакты. Я специально вот приглашу вас и, может быть, еще пару человек, ваших активистов, чтобы у вас была возможность непосредственно донести до меня свои дополнительные какие-то аргументы, чтобы мы услышали. Вот как раз в рамках рабочей группы мы, может, даже вас туда пригласим, когда мы будем заседать. Осы жерде министрліктің Договорились? мамандары бар. Сіздің байланыс номерлеріңізді жазып алып қалады. Екінші микрофон. Алихан, Сұрағыңызды сізге қоя сұрағым. беріңіз. Вот в средствах массовой информации говорится о том, что вот всеобщее декларирование будет для всех категорий граждан. Хотелось бы узнать, когда это начнется, в каком году, и как люди могут свои имущества задекларировать. Спасибо за вопрос. Действительно, перед нами стоит задача по внедрению всеобщего декларирования в нашей стране. Первоначально мы планировали это внедрить уже с начала 2020 года, но когда мы провели пилотный проект в Осакаровском районе, обнажились проблемы, связанные с неготовностью информационных систем наших органов государственных доходов. Также были проблемы с ошибками в базах данных наших государственных органов по населению. Еще проблема связана с тем, что не везде есть интернет-связь, в сельских населенных пунктах особенно. И в целом население было не готово к введению всеобщего декларирования. Поэтому сейчас принято решение о том, чтобы внедрять всеобщее декларирование поэтапно. Соответствующие нормы находятся в парламенте, уже на выходе. Они говорят о том, что срок начала всеобщего декларирования переносится на 1 января 2021 года, когда начнут декларировать государственные служащие, их супруги и приравненные лица. В следующий год это будет первоначальная их декларация в рамках всеобщего декларирования, а там декларация чуть-чуть отличается от тех, которые мы ежегодно обычно сдаем. Там чуть шире информация идет, включая дебиторскую, кредиторскую задолженность и другие аспекты.
с 1 января 2022 года будет получена повторная декларация, после чего будет сделан анализ, доработка информационных систем при необходимости изменения законодательства. И с 1 января 2023 года следующие слои населения – это работники квазигоссектора, государственных учреждений, это больницы, школы, детсады. Также работники будут декларировать. С 2024 года руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели, и с 2025 года все остальное население. И вот на каждом этапе мы будем анализировать эти процессы и при необходимости будем корректироваться. Спасибо. Өңірлер күтіп қалған секілді, Шымкент қаласына кезек берейік. Саламатсыз, құрметті Алихан Асанұлы. Ұлттық қорда қанша ақша бар және осы жылы одан қанша қаражат бөлінді? Сонымен қатар елімізде сыртқы борышы қанша екенін айта кетсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Ұлттық қорда қазіргі таңда бірінші маусымдағы жағдай бойынша 26 триллион теңге, яғни 62 миллиард ақш доллар бар. Былтыр ұлттық қорға 5 триллионнан астам ақша келді. Биыл болжам бойынша ол 3,3 триллион теңге күтілуде. Биыл ұлттық қордан 3 триллион теңге трансферт республикалық бюджетке түседі. Бұл қаражат біздің әлеуметтік міндеттемелерімізді орындауға бағытталады және мемлекетіміздегі инфрақұрылымды ары қарай дамытуға бағытталады, жұмыс орындарын жасауға және тұрғын үйді салуға бағытталады. Сыртқы борыш болса 168 миллиард доллар, оның 70% ол межфирменная задолженность деген ұғым. Ол дегеніміз шетелден келетін тікелей инвестициялармен байланысты шетелдегі компаниялар өздерінің дочерний компанияларына Қазақстандағы инвестиция береді. И осы транзакциялар сыртқы борыш ретінде біздің төлем балансында көрсетіледі. Рахмет. С нами на связи Западный Казахстан. Предоставим слово жителям области. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Ассоциация Центра малого бизнеса. Уважаемый министр, вот сегодня в вашем докладе прозвучало, что с 2020 года практически все предприниматели перейдут на кассовые аппараты в онлайн-режиме. Департаментами госдоходов на местах проводится активная работа по переводу, значит, всех на контрольно-кассовые аппараты в онлайн-режиме. Но вы также в своем выступлении сегодня где-то в ответе на вопрос отметили, что не всюду у нас имеется интернет-связь или она нестабильна. Вот в связи с этим, уважаемый министр, что вы посоветуете делать тем предпринимателям, которые находятся на территории, где либо нет интернет-связи, либо эта связь нестабильная? Потому что число, наверное, таких предпринимателей из числа субъектов малого бизнеса очень большое. Спасибо. Спасибо за вопрос. У нас с 1 января 2020 года все субъекты предпринимательства, которые в рознице, обязаны применять онлайн контрольно-кассовые машины. И законодательством предусматривается до 60 тысяч тенге вычет по налогам для таких предпринимателей. Но в случае, если отсутствует связь интернет, либо она нестабильная, то у нас законодательством также предусматривается освобождение от таких обязанностей. То есть, если нет интернета, то и не обязан применять онлайн ККМ, потому что это физически невозможно. То есть, законодательством это предусмотрено. Ну а Министерство цифрового развития со своей стороны обещает нам до конца 2021 года обеспечить все-таки широкополосным интернетом все наши сельские населенные пункты. То есть завершить этот процесс до конца 2021 года обещают. Но до этого времени, где есть интернет-связь, там должны применяться онлайн контрольно-кассовые машины. Где нет интернета, там, естественно, такого обязательства нет. Спасибо. Спасибо за вопрос. У жителей Восточно-Казахстанска тоже есть вопрос министру. Восточный Казахстан. Слышите нас?
Добрый день. Уважаемый министр, у меня такой вопрос. Относительно порядка получения сертификата государственного аудитора. Где с этим порядком можно ознакомиться? Существует ли он уже? Спасибо за вопрос. Что касается сертификации государственных аудиторов, то мы совместно с счетным комитетом выработали единый порядок получения или сертификации государственных аудиторов. Он проводится в 2 этапа. На первом этапе соискатели получения такого статуса госаудитора должен пройти тест на квалификацию. Этот тест дается в подразделениях АГДС, после чего он приходит на национальную комиссию. В национальной комиссии членами являются сотрудники Министерства финансов, счетного комитета, администрации президента и депутаты парламента, где после собеседования принимается решение о присвоении или не присвоении статуса аудитора, сертификация. Что касается, где можете ознакомиться, то есть специальный сайт, это www.esep.kz. Там можно эту информацию получить. Спасибо. Бізде залда соңғы сұрақ, содан кейін тамамдаймыз. Добрый день, Майра Медюбаева, портал InBusiness.kz. У меня вопрос касается, когда в Казахстане будет принят закон по банкротству физических лиц? Спасибо. Хороший вопрос. В последнее время он все чаще ставится. В настоящее время мы имеем проект такого закона, и на площадке Министерства финансов мы начали повторное обсуждение с нашими коллегами из Национального банка, Министерства национальной экономики, Минюста и других госорганов. Ранее, когда это было в позапрошлом году, когда этот вопрос рассматривался, было принято решение отложить принятие этого законопроекта на 2021 год. И была соответствующая резолюция руководства о согласии. Теперь, поскольку заново этот вопрос поднимается, мы решили еще раз вернуться к этому вопросу, и в настоящее время мы его обсуждаем. После того, как мы придем к единому мнению с нашими коллегами с Национального банка, а это основные наши оппоненты, которые считают, что это преждевременно, но мы считаем, что в каком-то виде все же надо найти некий компромисс для того, чтобы у людей все же был возможность пройти некую реабилитацию. Но при этом мы не хотим, чтобы у нас поднялась новая волна каких-то иждивенческих настроений, когда человек знает, что можно не платить, он, конечно, будет не платить. И тогда мы рискуем разрушить нашу финансовую систему. Поэтому какой-то компромисс, наверное, мы должны искать, и мы сейчас находимся в процессе обсуждения. Мы также, наверное, с этим вопросом еще в парламенте будем держать ответ, скорее всего, осенью. Спасибо. Рахмет, қымбатты қатысушылар, осымен біз өзіміздің жиынымызды аяқтаймыз. Уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Естеріңізге саламыз, қойып үлгермеген сұрақтарыңыз болса, мына фойеде арнайы жәшік орнатылған, сол жерге сауалдарыңызды қалдырып кетесіздер, ал жауабы министрліктің сайтында жарияланатын болады. Сау болыңыздар. Келіп тыңдағандарыңызға рахмет. Барлық сұрақтарға біз жауап береміз. Рахмет.